Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Послание духов рода. К чему вы должны быть готовы, либо к чему вам готовиться. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что за послание дают вам духи рода. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Очень, кстати, необычное послание вам вышло. Так, ну давайте пойдем по порядку. Внизу какая-то борьба, причем борьба как будто бы с какими-то страхами, комплексы, страхи, зажимы, внутреннее состояние, либо с какими-то конкретными людьми, которых вы, допустим, побаиваетесь. Да? Значит, здесь вам четко говорят: готовься к победе, потому что бояться тебе и нечего, и некого. Да? То есть ты гораздо сильнее, чем твой страх, либо ты гораздо сильнее, чем твои комплексы, ты гораздо сильнее, чем твои враги, недоброжелатели. Это твое внутреннее состояние, когда ты сама себя уговариваешь, что не получится, ой, не могу, ой, боюсь. Да? Этого нет на самом деле. Победа здесь предрешена. Победа ваша именно, тех, кто зашел на мою отсыпку. Чем дольше будете находиться в страхе, чем больше будете находиться в этих сомнениях, тем вы как оттягиваете этот момент победы. Да? Полноценный, мощный, классный момент победы. Все, прекращаем бояться и вперед из песней. На всех парусах мы мчимся к своей победе. Победа вас ждет. Победа. Вот хотите, не хотите, но победить вам придется. Духи рода так и передают. Так, следующий момент. Момент взаимоотношений с каким-то человеком. Мне вообще идет, что это человек вам либо парень, либо муж. Отношения, в принципе, хорошо начинались, но как-то скверно заканчиваются. Да, вы не ослышались, отношения ваши заканчиваются. Здесь будет поставлена одна большая, окончательная, жирная точка. Высшие силы, духи рода так и говорят. Вот не твое, да, не твоя эта судьба. Да, возможно, вы прошли с этим человеком какой-то кармический урок, может, даже и не один. Прошли свое испытание, вы его уже прошли. Здесь точно вы расстанетесь и разойдетесь. Эти отношения, они мучительные и для одного, и для другого. Они очень, у кого-то медленно, у кого-то скачкообразно скатываются вниз. Да? Но все равно это движение вниз, по-любому движение вниз. Никак не плато и никак не вверх. Вы просто катитесь вниз. Кто-то медленнее, кто-то быстрее. Так идет. Не бойтесь этого момента. Это должно произойти. Вам надо жить. Не страдать, не мучиться, не приспосабливаться, не подстраиваться, а именно жить. Жить полноценной жизнью. Быть счастливым человеком. Будь вы женщина, будь вы мужчина, неважно. Надо дальше жить. У вас, знаете, как-то автозамена идет. Вот кто пользуется гаджетами, прям как автозамена. То есть одного мужичка из жизни, либо женщину выбивает, а вместо него другой появляется. Допустим, да, если вы пишете сообщение, какую-то ошибочку в слове допустили, и вот вам ваш гаджет предлагает, что нужно заменить на правильное слово. Вот как-то так идет. Вам от духов рода будет предложение на идеальную пару. Насколько это возможно в нашем мире, да, вот такого человечка вам будут предлагать. А человек в противоположность тому, кто есть с вами рядом в сегодняшнем дне. Допустим, если у вас мужчина
невысокий, будет очень высокий мужчина. Если мужчина у вас полненький, будет, наоборот, там поджарый, худенький. Если мужчина глупенький, придет умненький. Если там на лицо неказистый, но придет красавец, понимаете? Противоположность, абсолютно противоположность идет тому, что имеется прямо сейчас. Мужчина, кто смотрит мою отсыпку, кто узнал себя и напрягся от того, что я говорю для женщин, просто переворачивайте на себя. Поймите, мне как женщине удобно трактовать именно в таком ключе. Вы просто переворачиваете на себя. Когда есть различия, я всегда об этом говорю. Так, готовьтесь. Личная жизнь у вас начнет очень резко меняться в лучшую сторону. Это не будет для вас мучением, мукой, страданием. Наоборот, это счастье, которого вы достойны, которое вы заслужили и которое вам на роду написано. Одна вы точно не останетесь. Вы созданы для того, чтобы быть в паре, да? Для того, чтобы найти свою половиночку, быть счастливым человеком. Вот для этого вы созданы. Так что ничего не бойтесь. То, что как должно умереть, оно умрет, да, и родится новое. Потому что смерть, правильно, это только лишь начало новой жизни. Так что, мои хорошие, готовьтесь к крутым переменам именно в личной жизни. Кстати, у кого-то личная жизнь начнется по измене. Вы простите за эту пикантную подробность, но вы должны быть к этому готовы. То есть с человеком вы вступите в любовную связь, возможно, тайную. Из этой тайной связи родится очень крепкий союз, счастливая семья. Так идет. В левой стороне у вас выходит. Я так понимаю, что вы об этом даже подумать сейчас не можете. Вы просто говорите: ой, фу, не хочу, там, достали меня все, там, мужики достали, никого не хочу, хочу сама. Либо там мужчина сидит и думает: все, буду холостяком, там, уйду в монастырь, не хочу больше, да, этих граблей. Нет, мои хорошие, тут духи говорят, не так все будет. Автозамена, худшее на лучшее и счастье. Вперед из песней. Так, правая сторона. В правой стороне у вас какие-то дороги прорисовались. Будь готов к дорогам. Дороги, путешествия, поездки, отъезды, переезды, перемещения, релокации. Все, что связано с движением, у вас идет. Кстати, у кого-то даже отыграется, как это называется, курсы вождения, наверное, да? Вам дороги открываются. Причем не одна, а много. У кого-то будет выбор, да, в какую сторону, в каком направлении поехать. У других доступность, может быть, да, появится возможность куда-то съездить, куда вы там давно хотели, мечтали. Кто-то, например, хотел куда-то переехать, не было ни малейшей там надежды, что этот переезд состоится. Все открывается, все раскрывается, все открывается. Главное, нужно самому, да, собрать вещи и, как говорится, в путь. Для тех, кто начнет учиться вождению, у кого-то прямо уже в достаточно зрелом возрасте идет эта ситуация, а кто-то слишком молод, да, и думает: зачем мне это все? Значит, ни от чего не отказывайтесь, вам это обязательно 100% пригодится. И не думайте, что у вас не получится. Все у вас получится. Вы просто как рождены с рулем в руках. Представляете? Вот вы это и услышите от кого-то, и сами это поймете. Прямо это ваше, все получится. Так, следующий момент. Здесь вышло кольцо. Кольцо, это ваше кольцо. Либо по наследству вам передано, либо в память вам оставлено. Какое-то прям необычное кольцо. Может быть, не очень красивое, может быть, оно не модное, может быть, там не совсем драгоценное, но тем не менее, у него есть какая-то история. Кольцо — это 100% заговоренное. Заговоренное, причем не одним человеком. Кольцо, которое восстанавливает силы, восстанавливает здоровье и разворачивает негатив в вашей жизни, отворачивает и разворачивает от вас в противоположную сторону. Кольцо это нужно найти, отмыть, почистить и носить. Носить, конечно, лучше ежедневно, но если прям совсем не нравится, либо не подходит к вашему образу, носите его дома. Оно вас укрепит, оно вам поможет, и не просто так оно вам было оставлено. В нем сила большая, в этом кольце. Такое кольцо. А у кого-то, возможно, отыграется, что это кольцо, может быть, вы купили на какой-то барахолке случайным образом. Либо нашли
оно такое вот странное, какое-то прям старинное, не знаю. Ну, мне идет, что оно странное. Вот вы на него смотрите, вроде так думаете, не мое. Но вот кольцо это нужно носить. Поверьте, жизнь будет меняться, улучшаться будет. И прям это все почувствуете. Так, центр. В центре, смотрите, какой-то персонаж вам такую огромную монету дает, предлагает, дает, выплачивает в конце-то концов. Да, это какая-то награда, это какое-то поощрение, это зарплата, это оплата вашего труда, это какой-то выгодный контракт, да, все, что может принести вам большие деньги. Вам какой-то человек будет предлагать. Вам нужно готовиться к этому предложению. Предложение само по себе достаточно необычное в плане того, что вы можете засомневаться в себе. Ну типа, смогу ли, потяну ли, моё ли, стоит ли. Да, вот какие-то сомнения у вас могут быть. Но духи говорят, что нужно принимать и воплощать. Хотите денег, хотите материальной стабильности, ну так вот то, что вы просили, вот то, что вам надо. Принимайте. Это предложение вам поступит в ближайшие 7-10 дней. И это предложение вам 100% нужно принять. Принять и выполнять. Откажетесь, сожалеть будете. И следующее предложение, не скоро к вам поступит. А если примете, пересилите свои страхи, сомнения, поверьте, шикарно по деньгам, по возможностям. Вы вообще с этой работой, с этой занятостью, вы прям расцветете, вы силу начнете набирать, опыт, силу, деньги зарабатывать, себя уважать, да другие вас будут уважать. Хорошее предложение. Только не дайте своим комплексам, страхам все это попортить. Так, следующий момент. Момент какой-то нелюбви к вам. Нелюбви, конкуренции, каких-то выпадов в вашу сторону. Вас какие-то люди не любят, и они об этом и говорят, и показывают, и как-то относятся к вам плохо. А вы все никак понять не можете, ну за что вы меня не любите, ну ничего плохого вам не сделала, да, я нормальный, адекватный человек. Ну зачем вы так ко мне относитесь? Вас, кстати, очень ранит эта ситуация. Ответ здесь очень простой. Те люди вам очень сильно завидуют. Вы скажете нечему, а есть чему, поверьте. Каждому завидуют по-своему. Это завистники. Они вас критикуют, они вас обижают только лишь из-за своей ущербности. А от ущербности рождается вот эта зависть. Зависть, да. Вот вижу что-то прекрасное, хочу такое, не могу получить, ну тогда я это обосру. И тогда мне будет легче. Вот так это идет. Не пытайтесь заслужить доверие этих людей, не пытайтесь перед этими людьми оправдываться. Отсекайте этих людей. Отсекайте. Эти люди, они не нужны, не полезны и не важны в вашей жизни, кем бы они вам ни приходились. Критикуют, кусают, придирки, прицепки. Ну так посылайте их подальше, идите своей жизнью. Не оборачивайтесь на этих людей. Просто не оборачивайтесь. Выбирайте себя. Себя, свое спокойствие. Завистников много у вас. Не знаю, чем вы таким занимаетесь, либо что вы такое делаете, как вы выглядите, но завистников очень много. Здесь, кстати, у кого-то даже отыграется, что какие-то сплетни о вас ходят, разговоры какие-то ходят. А вы прям так болезненно реагируете, вам хочется перед всеми прям оправдаться, что, о боже, нет, вы что, это неправда. Зачем вы это делаете? Зачем вы так напрягаетесь? Зачем вы так психику свою ломаете? Не надо, не обращай внимания, да, отвернись, иди своими делами занимайся, не думай ты об этом. Ну, больные люди, больные, вот на голову полностью больные люди, ну что поделаешь, ну бывает. Не смотрите вы на плохих, смотрите на хороших, да, либо не общайтесь вы с плохими, идите к хорошим. Такой прям посыл идет. Так, и еще, здесь духи говорят, что нужно готовиться к достаточно серьезным переменам в жизни. У вас, знаете, как идет крушение старого, ну, просто у вас мир под ногами теперь, и выход в новое. То есть, видите, если даже посмотреть на эту центральную рисунку, вы сейчас одной ножкой стоите на шаре, а в голове у вас путь к пирамиде.
Видите? То есть привычный ход событий, привычная картина мира начнет очень быстро, резко меняться. А кого-то это немножечко может напугать. Ну, такие мы люди, мы привыкаем, да, мы привыкаем, мы рабы своих привычек. Не надо реагировать, как будто бы это прям конец всему и сразу. Наоборот, в голове у себя вот такую мысль держите, что это начало нового. Нового, прекрасного, светлого и того, чего вы раньше не видели и чего вы действительно достойны. Вот кто зашел на эту отсыпку, помяните мое слово. У вас до конца этого года, до конца года жизнь настолько резко поменяется, настолько преобразований много произойдет в вашей жизни, что вы будете вспоминать вот эти все дни, которые сейчас проживаете и думать: боже, это какой-то страшный сон, да? Как это могло со мной быть? Вот как я могла, либо мог так плохо жить, там, страдать, мучиться, там, болеть, за что-то переживать, чего-то бояться. Так у вас идет. Знаете, такое впечатление, что пришло время получать свою награду. Может быть, немножко запоздалую. Может быть, впервые, да, вы будете получать свою награду. Но вы должны идти только вперед, ничего не бояться и уж, конечно, не держаться за прошлое. Самое худшее, что вы можете сделать, это держаться за прошлое и пытаться это прошлое тянуть в свое будущее. Это просто фатум, это фатал конкретно идет. Нельзя ни в коем случае. Знаете как, рекомендация такая: расслабься и получай удовольствие от того, что будет происходить с тобой, вокруг тебя, в твоей жизни. Так идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.